что вы владельцы, хотите вы это принимать или нет, 200 гектаров своего имения. Вот представьте, все, если разложить наши клеточки, сосудики, вот все, что в нашем есть теле, вот площадь такая, это расчет физиологов, 200 гектаров имения. И в этом имении у нас есть все для жизни. У нас есть, чтобы мы могли дышать, то есть чтобы у нас была вентиляционная система. У нас с вами есть система отопления. У нас с вами все как в хорошем имении. И у нас с вами есть оросительная система. Причем вы все знаете, когда в доме становится тепло, сезон лета, мы отключаем тепло. Когда в доме становится холодно, мы включаем. Но мы даже ни на миг никогда не задумывались и не задумываемся, потому как в этом вся основа жизни. Выключить эту оросительную систему. Выключить оросительную систему – это значит поставить крест на своей жизни, на своем имении. И поверьте, это имение обслуживается, мы не будем сегодня, это будет на следующем нашем вторнике, действительно особенности того нового продукта, который вписывается в помощь этому нашему имению, как за ним ухаживать. И я вижу, что чат наполняется откликами. Ответьте мне, пожалуйста, поставьте плюсики. Кто на сегодняшний день сталкивается с такими состояниями, как усталость, утомляемость, когда вроде ты живой человек, а мозг какой-то ватный. Вот утром проснулся, а ты как бы вроде как и спал, но у тебя впереди серьезный день, а мозги просто забиты какими-то непонятными мыслями. Поставьте, кто из вас встречается с такими проявлениями, среди ночи проснулся, а там жвачка мыслей. Кто-то, многие из вас вообще потеряли свойства хорошего сна. Я вижу ваши отклики, и я сегодня вам точно хочу сказать, проводя опросы, знакомясь с литературой, которая публикуется, или с запросами всего нашего, так сказать, человечества, это сегодня является самым топовым запросом. То есть люди, есть так называемый сегодня описанный офисный планктон, причем это молодые люди, айтишники чаще всего описывают, люди, которые целый день находятся у компьютера, люди, которые, мы женщины, мы вообще многозадачность выполняем, у нас очень много задач, у кого еще есть дети, у кого есть еще много обязанностей по семье и еще и нужно решать социальные вопросы. Вы представляете, в каком настроении, в каком состоянии находятся все наши системы? И не поверите, эти системы – это жизнеобеспечивающие системы. И если мы этим системам с помощью оросительного нашего канала, который движется по всем сосудам, несется эта изумительная жидкость под названием кровь, причем наша эта оросительная система, 100 тысяч километров капилляров, пропускает через себя 35 литров жидкости. Я не буду ее сегодня состав разбирать, это мы будем разбирать на следующих наших встречах, поэтому новые люди будут ждать, когда вы их сюда пригласите, потому что это уникальные знания, которые есть ни в одном клубе мира, поверьте. Поверьте, мы очень хорошо знаем, мониторим этот рынок, и в нашем клубе предоставляется такая уникальная возможность, что каждый раз, каждый день, вы представляете, это вот бочка в 35 литров, в которую входят все различные наши водные среды, и слюни, и сопли, и слезы, и желчи, и все на свете, и кровь, и лимфа, они должны обновляться каждый день. Если вы хотите, чтобы усталость прошла, чтобы появилась ясность мышления, чтобы появилась вот та злополучная тема энергии. Но на миг представьте, сейчас огромное количество людей, если вы видите, на рынке обеспечивают подобными энергетиками разными, когда люди покупают эту энергетики. Я вот ходим мы в зал, ходим на эти дорожки кардио, и я вижу, какое количество людей просто подходит к шкафу и берет различные тоники. Я не вижу людей, практически не вижу людей, но, наверное, вот мы с профессором ходим с водой, все остальные с какими-то железными банками что-то пьют, потому что потребность, все думают, что если они пришли в спортивный зал, значит, они себя насытят энергией. Нет, вот это совершенно не понимая закона природы. Насытить себя можно только естественными процессами. И представьте, это нужно всем. Это нужно нашим детям. Мы сегодня видим, я пошла сегодня утром в зал и вижу, семья ведет, буквально ведет, знаете, как на бычка на выпас, парнишку, ну, может быть, 4-й, может быть, 5-й класс. Настроение у всех попорченное, потому что, понятно, видно, вставать было сложно после праздников. И я видела, какое настроение у этого подростка, который просто идет в школу за новыми знаниями. Это нужно не только школьникам, это нужно мамам, которые ухаживают. И действительно, мы знаем, сколько сил уносят, особенно маленькие дети, особенно на грудном вскармливании. Вроде как чудо пришло на свет, а сил-то нет, энергии нет. И энергии нет по одной причине. Только потому, что мы не обновляем свои водные среды. И вот для нас было очень-очень важно найти это и для молодых, и для юных, и для тех, кто вступает в такой, будем говорить, деторождаемый возраст.
и людей, которые уже, в принципе, им не надо вставать в маленькой кроватке, уже как маленькие дети ты не уснешь, а большие дети сам не заснешь, сам не заснешь, маленькие не дают спать. На самом деле все идет, речь идет о том, что же мы с вами делаем со своими клетками, как мы помогаем этой растительной системе действительно быть в тонусе. И не просто наливать какую-то жидкость и говорить, я вот пью же эту воду. На самом деле нет. Вот если вы задумаетесь, мы вообще с вами проходим всю историю зарождения жизни на планете. Мы с вами когда-то были клеточками, потом мы стали делиться, потом мы были с жабрами, с хвостиками, мы были пресмыкающимися, и потом мы стали вот тем существом, которое рождается на свет под названием человек. И у нас нет с вами конфликта с водой, у нас нет с вами конфликта с морской водой, потому что все в нас записано, вся история происхождения жизни на Земле записана в наших клетках. И когда вы вдруг находите вот этот ключик, который подходит к вашему замочку, и обеспечиваете всю ту внутреннюю среду необходимыми компонентами, вот отсюда начинается все лицедействие и все эти результаты. Вы знаете, меня как доктора очень-очень волнует о том, что сейчас набирает силу почему-то привлечение в наш клуб людей больных. Ну, мы так созданы с вами, мы люди жалостливые, и когда перед нами встречается больной человек, мы, конечно, хотим ему помочь. Но я как врач хочу вам сказать, имея прошлую свою вот такую историю, о том, что человека, да, может мотивировать две эмоции. Одна страсть, а другая страх. Вот на страхе, а когда человек заболевает, а представьте, если это заболел близкий родственник, а если это, не дай бог, еще дети, родители, все в страхе, все в страхе. Но страх, он проходит быстро. Особенно если полегчало, если стало полегче, вы начинаете, естественно, опускать руки и не понимаете философию вот этого здорового, активного долголетия. А это страсть. Это страсть, когда вы на сегодняшний день точно поймете, что вы владелец имения, и на вас лежит эта ответственность. Что же вы будете в этом имении своем делать? И самое первое, когда вы наладите вот эти действительно растительные системы, которые дают вам возможность жить, существовать, осуществлять свою деятельность и свою функцию, вот отсюда начинаются вообще все результаты. Более того, мы на следующем вам однозначно в следующих встречах поведаем некоторые секреты физиологии. Поверьте, очень совершенно простым языком. И не поверите, все реакции, которые проходят в нашем организме, все реакции, они проходят только с участием воды. 90% вот этих всех реакций, которые все обеспечивают нашу жизнь, они проходят именно с участием воды. Потому что мы так устроены с вами, и не нам отменять эти законы физиологии. И вот наш удивительный клуб, туда приходить могут все, действительно, кружок по интересам, но кружок по интересам не исцеляющий болезни, потому что я вам точно хочу сказать, как только полегчает, у многих полегчает, а люди больше не возвращаются к нам. Мне однажды одна моя клиентка, когда провела целый ряд вот этих концептуальных вещей, которые мы проповедуем вот именно благодаря нашей концепции здоровья, она мне сказала: все, я устала, я хочу отдохнуть, дай мне отдых. Я ей сказала: ты не сможешь. Она говорит: как не смогу? Я никогда этого не делала, вот сейчас только за месяц я получила результат, мне все понравилось, но я уже больше не могу. Я говорю: у меня есть условия, если я тебе сейчас дам условия, ты их просто не выдержишь на право на отдых. Она говорит: выдержу? Я говорю: не выдержишь. Она говорит: выдержу. Я говорю: хорошо. Вот на миг представь, я тебе разрешаю больше не пить воды, не делать все вот наши эти водные коктейли, но при всем при этом ты не чистишь зубы неделю, и ты не умываешься, и, пардон, не подмываешься. Она на меня смотрит, говорит: что, с ума сошла? Я говорю: нет, это ты сошла с ума. Нет, пожалуйста, больше ничего не делай. Но ты вот эти вещи не будешь делать тоже неделю. Сколько ты выдержишь? Она говорит: да я и дня не выдержу. Я говорю: тогда скажи, когда ты чистишь зубы, в это время клетки твои обновляются, омываются, твоя кровь восстанавливается, все твои клетки получают кислород, они начинают правильно дышать, они начинают вырабатывать энергию. Когда ты чистишь зубы? Она говорит: ну, наверное, нет. Я говорю: а когда ты просто в душ идешь? Она: точно нет. Поэтому вот этими простыми вещами, а если мы это делаем на страсти, и вот наша задача каждому из вас, то, что мы делаем в клубе, вот поделиться этой страстью. Не быть вообще этим маленьким ребенком, которые мы в детстве все это пережили, мамы нас учили чистить зубы, мыть руки перед едой, убирать за собой грязную посуду, убирать посуду, постели, все остальное, игрушки убирать за собой. Для чего? Это труд. Есть глагол «делать». И вот этот глагол «делать» – это, наверное, самое сложное в жизни человека, чтобы понять, осознать, но вместе с тем испытать вот то блаженство,
вот эту чистоту, я думаю, каждый из вас испытывал чистоту чистого тела, чистоту именно дыхания, когда вы ходите в баню, когда вы ходите там в парную, когда вы проводите какие-то таинства над своим телом, вот представьте на них, вот это же все происходит с нашими клетками. И у вас появляется возможность действительно создавать условия, когда клетки начинают делиться, когда клетки начинают рождать здоровые клетки, а не онкологические, больные, искаженные. Когда мы с вами создаем среду, в которой, представьте, это, я уже не одиннажды говорю в своих просветительных всяких вещах, 38 триллионов живет в нашем организме, получили ордер. Как только мы с вами зачались и попали в среду, где живет эмбрион, а потом зародыш, а потом уже там все остальное по развитию. И мы там тоже живем в водной среде, там тоже есть водная среда. И вы представляете, вот мы с вами в нашем клубе знаем эти таинства. Мы знаем эти таинства. Более того, вот у нас родился новый продукт, который помогает на сегодняшний день поднять вот эту выживаемость клеток. Нам позволяет на сегодняшний день новый продукт дать возможность ясности мышления нашему мозгу. Значит, мы тогда становимся способны решать эти задачи. Мы перестаем жить вот в этом стрессе. Поверьте, мы сейчас много говорим про стресс, и мы будем про это еще не раз говорить. Но я вам хочу сказать, для организма величайший стресс, если у нас нет условия для хорошего качества кислорода. Для организма огромный стресс, если он не может обновлять эти 35 литров. Для организма огромный стресс, когда он задыхается, нет кислорода, значит, он не может продуцировать свою энергию. Вот представьте на миг, у нас с вами есть продукт, это новый сегодня продукт, который дает возможность включить резервы нашего организма, вырабатывать энергию. Значит, к ней нет ни зависимости, ни привыкания, потому что многие проходили синдром отмены. Особенно те, которые на каких-то серьезных зависимостях были, там никотин, алкоголь и наркотики кто-то. И все синдромы отмены заставляют эти зависимости снова возвратиться. Кстати, зависимость от сладкого, сладкоежки, все думают, я не курю, не пью, зато я сладкого, сладким я ем, увлекаюсь. И дети у нас углеводные наркоманы. И вот вы представляете, когда мы создаем эти условия, а организму не нужно этих суррогатов, не нужно суррогатов, которые сегодня изобилуют в нашем питании. И мы на сегодняшний день имеем с вами вот эти уникальные вещи. Это встраивается в нашу в ту природную физиологию. Все живое на планете пьет только воду. Только пьет воду. Но у нас не просто вода. В нашем новом продукте есть вся философия запустить и даже не столько запустить. Мы не какими-то обладаем тониками, что мы какие-то даем, типа Red Bull, сейчас нас затрясет и заколошматит. Нет, вот уникальный подбор из наших продуктов, которые есть, мы сумели учесть вот этот синергизм отношений этих компонентов и добиться вот этих просто ошеломляющих результатов. Это только начало. Уже сегодня добровольные группы начинают это апробировать. Вы знаете, у нас дух захватывает. И мы счастливы за вас, что вы настолько прикасаетесь к этому. Вот понимаете, вы практически новички. Вот 415 человек сейчас сидят, слушают. А я знаю, что на следующую встречу каждый из вас приведет не по одному, как минимум, а по 2, по 3, и то и по 5 человек. Вы представляете? Наша задача, чтобы наш клуб увеличивался по планете Земля. И мы даже не мечтали с профессором, что мы будем когда-то стоять в системе формирования этих клубов. Да, сегодня наши клубы более в 30 странах мира. Мы даже не представляли, что такое огромное количество людей на тему, о которой мы сегодня с вами говорим, а мы единственные, поверьте, правда, мы эксклюзивные в этой части, потому что мы с вами думаем о внутренней среде, где живут наши клетки, где наши клетки могут действительно совершать чудеса и продлевать наше здоровое активное долголетие. Не поверите, сейчас люди живут гораздо дольше, чем 100 лет назад. Но живут ли они с другими мозгами? Наверное, многие из вас видели своих бабушек, да, у них было давление, у них болели кости. Но бабушки рассказывали нам сказки, бабушки рассказывали нам истории жизненные, метафорами рассказывали. Они нам давали практические советы, как выживать в сложной действительности. И мы эти получали уроки. Что сегодня творится с мозгами наших уже, еще не бабушек, но людей, которым за 40, это уже не те мозги. Становится все больше и больше больных людей. И вы думаете, что нужно пригласить в наш клуб всех больных, которые будут сомневаться и будут крутить вам у виска, и ничего для этого делать не будут. Нет, я не против помощи, я за помощь. Но давайте мы на сегодняшний день поймем секреты нашего клуба, почему у нас такие результаты, почему мы сегодня говорим о той гидратации, а новый продукт – это не только гидратация, поверьте, это уникальную нашли мы вещь,
которая сегодня отвечает на эти запросы. И вы становитесь действительно совершенно в другом настроении, состоянии, вы готовы, способны творить, вы способны чудить, вы способны заниматься интересными вещами. И вы знаете, хочу сказать вам очень потрясающий секрет. Те, которые заходят в определенный возраст, и многие из вас, наверное, встретили, вы мне можете поставить плюсики, что люди просто не хотят ничего больше нового делать. Они не хотят осваивать какие-то новые методики или новые какие-то навыки, они не хотят меньше общаться. Вы думаете, это показатель старости? Я вам официально заявляю, нет. Это показатель утомляемости. Это показатель отсутствия внутренней энергии. Мы покажем эти вам секреты, откуда это идет, такую откроем физиологическую часть. Это не в старости дело. Я сегодня знаю 30-летних, люди умирают в 30 лет, а хоронят их в 80 лет. Как моя бабушка говорила, ни богу черта, свечка, ни черту кочерга. Вы знаете, это очень серьезный сигнал. И у нас для этого есть ответ. И это тот продукт, который даст вам возможность действительно, что называется, решить свои задачи. Наташа не первый раз уже, не на первой встрече говорит о частной пенсии. Я вам хочу сказать, я долго не могла, частная пенсия, мне приходит вдруг ответ. У нас же есть на сегодняшний день частные садики, у нас есть частные школы, у нас есть сегодня частные клиники, у нас есть частные медицинские лаборатории, у нас много чего частного. У нас даже есть частные военные компании, но у нас есть с вами возможность иметь частную пенсию, которая дает, не потому что мы говорим о старости, мне позвучало, один человек сказал, вы как будто тут одни пенсионеры. Нет, дорогие мои хорошие, это должно волновать всех. И вы можете себя отправить на пенсию не в 50, не в 60 и не в 70 лет, а гораздо раньше. И частная возможность посмотреть на этот мир свежими глазами, ясным мышлением, хорошими мозгами. Наши хочушки живут в наших хромосомах, и они там живут, но они тоже хотят иметь воды. И новый продукт, который вас ждет, это просто потрясающая комбинация, которую мы раскроем физиологические все компоненты на следующей встрече, за то, что вы придете сами со своими результатами, приведете своих новых людей, и уже возможности с этим продуктом, они, конечно, дадут вам возможность иметь совершенно другую перспективу. И, знаете, открываются такие перед вами горизонты, дающие вам возможность почувствовать, что вы драгоценная живая. Не разрешайте себе, не врите себе, только, пожалуйста, не врите, что вам все это не надо. Когда вам не надо, тогда вы никому не сможете помочь. А это очень-очень важно. И в нашем клубе эти возможности встречаются, реализуются эти возможности. Потому что когда действительно уходят лишние токсины, когда уходит хорошее осуществляется питание, когда осуществляется нашим клеткам та помощь, они становятся благодарными. Они действительно откликаются и начинают светиться другой жизнью. И я признательна вам за сегодняшнюю встречу, я признательна за то, что вы приходите. Я абсолютно уверена, что вы на следующий вторник, а он будет необыкновенным, такого вы еще не слышали, такого вы еще не видели. Мы для вас абсолютно даем столько шансов понять, принять и действовать. И я точно знаю, что у этих 423 человек это точно получится. И мы с вами откроем новые страны, мы с вами откроем новые города. Нашего клуба и будет огромное количество, потому что делаем богоугодное дело. А это очень-очень под покровительством высших сил, потому что мы идем в том... Спасибо большое, спасибо, Оля, спасибо, Наталья. Сидел я вас и слушал, и думаю, так на самом деле, в общем-то, можно было все и закончить, я, в общем-то, и не нужен. Но вы знаете, то, что нас ждет, и мне очень хочется иметь причастность к этому. То, что создано уже лидерской командой, то, что создано, в частности, Ольгой Валентиновной Хомутниковой. Вы знаете, это очень интересная история. Всем доброго вечера. У нас Zoom, уже становящийся легендарным, историческим, закономерным, каждый вторник. Почему историческим, почему легендарным? Сейчас, может быть, он таковым вам не кажется. Но я вас уверяю, пройдет буквально пару лет. И здесь сидят с нами люди, которые будут о нем рассказывать, что именно с него все началось. Почему? Это станет известно потом. Сейчас я даже не стану тратить время, чтобы это рассказать. Просто запомните, что это не просто во вторник мы с вами встречаемся, и будет следующий вторник, будет 14 число. Там будет другое наполнение, как Ольга рассказала вам. Вы узнаете о новом продукте с точки зрения физиологии, почему он такой. Я вам расскажу, в принципе, самое начало. Речь шла как раз-таки о том, что сейчас самое насущное, в общем-то, в жизни, да, что обычно нужно людям. И мы уперлись, что это нужно не похудеть, не, там, скажем,
хотя это важно для очень большого количества людей, все рассказывают, что это эпидемия, сердечно-сосудистое заболевание, онкология и так далее, и так далее. На мой взгляд, все это следствие образа жизни, наших привычек, в основе которых лежит потеря энергии. Потеря тех процессов, которые вырабатывают энергию, в основе которых лежит вода, в основе которых лежит кислород. Но об этом 14 числа. И если переводить все дело на бизнес, то вы видите, как сказала Ольга, что вокруг очень много людей, которые зарабатывают на теме энергетики. Энергетики человека имеется в виду. Не промышленной энергетики, а энергии человека. Очень много энергетиков, тоников. И я, как вам сказать, сталкивался с этим очень серьезно, особенно на уровне детей, знакомых, которые использовали всякие во время сдачи экзаменов, поступлений, каких-то моментов в жизни. Народ прибегал к тем или иным энергетическим напиткам. Я не буду говорить про другие нехорошие напитки, я буду говорить про энергетики, которые в официальном доступе для наших, в том числе и детей. У них нет ограничения по возрасту. Газированные напитки с высоким содержанием углеводов. Вы можете посмотреть, какое содержание углеводов, потому что энергия, быстрые углеводы – это энергия, быстрая, доступная. Вот. И какое количество сорванных обменных процессов, нарушение обмена веществ. И меня это еще в советское время, собственно говоря, меня интересовало профессионально, потому что у летчиков вопрос поддержания ясности мышления, точной координации движений – очень-очень важная вещь. И мы не можем сидеть на кофе, мы не можем использовать различные вещества, которые то подбрасывают нашу энергию, то после нее идет отмашка маятника в обратную сторону. То есть, как бы я характеризовал новый продукт, мы вам рассказываем о новом продукте, с которым мы собираемся, в принципе, видоизменить много что в этом мире. Так же, как с водой, потому что в основе его, кстати, лежит вода. Как транспортировка, как основной элемент топлива, потому что H2O, в принципе, это первородная энергия Вселенной. Так вот, самое простое, самое важное, то есть, если назвать это простыми словами, это безопасная, здоровая энергия, которая не вызывает никакого привыкания, которая не вызывает никакой отмашки маятника. Когда у вас то много энергии, то потом возникает, и вам приходится повышать дозировки, приходится повышать дозу, приходится постоянно сидеть на тех или иных веществах. Я сейчас не говорю про запрещенные, я говорю про разрешенные вещества, которые многие, кого это волнует, многие используют. Это касается в основном энерготоников и кофе. Кто-то переходит на крепкие чаи, вот, и все это небезопасно, ходит без последствий для нашей центральной нервной системы, для нашего обмена веществ. А представьте себе продукт, который вот, собственно говоря, идея была, да, как бы создание самого Ольга Валентиновна Подхомутниковой с Владимиром Матвеевичем. Они как специалисты, они очень быстро понимают все физиологические процессы и понимают, как это сходу, о чем идет речь. И думая о безопасности, понимая очень прекрасно альтернативы, которые грозят обычным людям. То есть мы создали то, чего на рынке вообще нигде ни у кого нет. Потому что энерготоников, энергетиков, их огромное-огромное. Но все они обладают, практически все они обладают, даже чай и кофе, они меряются кофеином. Кофеин, как вы знаете, вызывает выброс определенных гормонов, после которых идет отмашка маятника, плюс идет привыкание, в следующий раз вам нужно повышать дозировку. И, в общем-то, я вам уже все это объяснил. Представьте себе, что это можно сколько угодно, можно всем, и не вызывает никаких привыканий, никакой отмашки маятника. Более того, это настолько физиологично, что, честно говоря, я не перестаю в душе аплодировать и восхищаться талантами, способностями Ольги и Владимира Подхомутниковых. И вообще рад, что компания разрешила навстречу и приняла это. И разрешила только для участников московской волны сделать экспериментальный продукт. Он экспериментальный, он тестовый, он пока не в продаже. Продукт, который вот не имеет никаких побочек. Ребят, это на самом деле не просто новый продукт. Это вообще, опять же, я повторюсь, это историческое легендарное событие. Ни у кого такого нету. Это впервые в истории. Продукт, который снимает все синдромы усталости, вот, такие как снижение работоспособности, внимания, координации, утомляемость и так далее, так далее, так далее. Все вы прекрасно знаете. Кто-то устает уже к вечеру, кто-то утром встает уже уставший, то, что в народе называется поднять подняли, разбудить забыли.
Вот, кому знакомо себя раскачивать где-то часов к 11-12, и после 3-4 там кружки